Христианская история Алании относится к апостольским временам. Церковное предание говорит о том, что в I веке в Алании проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Это первое знакомство Алании с христианством. В арабских источниках говорится о том, что впервые аланские цари начали принимать христианство где-то в конце VIII века. Но это были такие, судя по всему, явления эпизодические, а, собственно, принятие христианства аланским государством происходит в первой четверти X века, где-то между, наверное, 914-918 годами. Массовый обряд крещения, по историческим данным, аланы приняли в Нижнеархызском городище, в водах реки Большой Зеленчук. Таинство совершалось также в храмах Пресвятой Богородицы, пророка Илии и Георгия Победоносца, именуемых Верхним, Средним и Южным храмами. Они сохранились до наших дней и являются древнейшими на территории России. Примерно в это же время, в начале X века, была образована Аланская епархия. Со второй половины XII века она перешла в ранг митрополии, то есть самой большой церковно-территориальной единицы. Аланское христианское государство было могущественной державой, союза с которой искали такие крупные империи того времени, как Византийская империя, как Хазарский каганат. Аланские монархи роднились с зарубежными царскими домами, и в дипломатической византийской номенклатуре аланские цари имели такой очень высокий титул эксусиократоров или властодержцев. К слову сказать, что ни один больше зарубежный правитель, ни один иноземный монарх в византийской дипломатической табели о рангах такого высокого титула не носил. В начале XIII века аланское государство, раздираемое внутренними противоречиями, распадается на мелкие княжества. В состоянии такой раздробленности и политической децентрализации ее застают монголо-татарские завоеватели. После вторжения монголов в 1222 и в 1238 годах суверенитет Алании сохраняется лишь в горной зоне. Здесь по-прежнему строятся храмы, руины которых сохранились до наших дней. Но в конце XIV века, после стремительных завоевательных походов Тамерлана на Кавказ, аланское государство прекращает свое существование. Православие – это религия государственная. Соответственно, перестает существовать и церковная организация. Страна находится уже в изоляции от своего архиерея. Постепенно христианство начинает терять свои такие догматические формы, канонические формы, и принимает ту форму, которая в науке называется народным христианством. Оно имеет такие мифологические во многом черты, и оно существует, собственно, до XVIII века. В середине XVIII века, с установлением тесных контактов с Российской империей, на землю Алании вновь возвращается церковное каноническое православие. Этому процессу во многом способствует Осетинская духовная комиссия, созданная в 1745 году архимандритом Пахомием, а затем Общество восстановления православного христианства на Северном Кавказе. Оно было образовано в 1860 году. Усилиями этих организаций в Осетии возводятся храмы, открываются церковно-приходские школы и первые учебные духовные заведения. Постепенно формируется осетинское духовенство, которое способствует просвещению народа
и возрождению аланского православия. К началу XX века уже вся служба была переведена на национальный язык. Национальное духовенство, оно развилось. Столько, сколько было священников из Осетин к началу XX века, никогда уже в истории не было, даже сегодня. И это были не просто часть нашей интеллигенции, это была передовая ее часть. Достаточно их имена называть. Это Аксо Виссарионович Колиев, первый хронологический поэт в Осетии, который писал на национальном языке. Это Пурат Джоев, Христофор знаменитый, первый, кто написал рецензию к сборнику Костали Ивановича Хайтагурова. Это Космат Икаев, Соломон Жускаев, священник, первый этнограф Осетин. Нестор Сотиев, это основатель школы в Нагире. Моисей Коцоев, Алексей Гатуев, Александр Цаликов, Михаил Сухиев. Это были такие передовики в образовании, в просвещении, основатели школ, кружков, драм-кружков, кстати. Охват их деятельности, он был какой-то неограниченный. Они могли все. В XIX веке осетины духовное образование получали в основном в Тифлисской семинарии. Но в 1894 году произошло знаменательное событие. Владикавказская епархия вышла из состава грузинского экзархата. С приобретением епархии самостоятельности встал вопрос и об открытии своей семинарии – кузницы национальных церковных кадров, священнослужителей и учителей осетинских церковно-приходских школ. Воплотившегося Духа Святой Марии Девы Человечицы, распятых грызаны при Понтии Пилате, и страдавших погребенных и воскресшего в третьем Писании, вошедших на небеса, сидящих и В 1887 году в селении Ардон на живописном берегу реки Таргайдон было открыто Александровское осетинское духовное училище. В августе 1895 года Святейший Синод издал особый указ о преобразовании училища в Александровскую миссионерскую духовную семинарию. Она стала судьбоносной для всего осетинского народа и осетинской культуры. Ардонская духовная семинария выросла на базе духовного училища, которое также располагалось на том же месте, где впоследствии построили отличное кирпичное здание семинарии. При Александре III было образовано духовное училище. Оно просуществовало недолгое время. Всего за существование училища было совершено 2 выпуска, и впоследствии назрела необходимость расширить училище до позиции семинарии, чтобы еще лучше справляться с процессом подготовки священнослужителей для церковно-приходских школ в Осетии. Но в целом задача стояла гораздо шире. Вот нужно было развивать активно просвещение в Осетии, чтобы осетинский народ приобщился к мировой культуре. А это было возможно как в средние века, когда создавалась Аланская митрополия, так и в новое время через приобщение к православной, к христианской культуре. Потому что это соединение и с высотами, которые были достигнуты в ходе развития Византийской империи, это приобщение к русской культуре, которая, конечно, тоже имеет свои недостижимые высоты. Осетинский народ приобщался к этим великим делам.
Ко времени открытия Ардонской миссионерской духовной семинарии в 1895 году в Российской империи функционировало 58 духовных семинарий православного ведомства. И среди этого числа Ардонская семинария была единственная миссионерская. Что это значит? Прежде всего, на нее возлагались особые задачи. Эта семинария должна была готовить священнослужителей в осетинские церковные приходы. После реформы начальной школы в 1884 году изменились требования к преподавательскому составу. Преподавать в школе, в такой церковной, должны были теперь только священнослужители и церковнослужители, либо священники, которые должны были вести закон Божий, и либо другие члены причта. Естественно, они должны были быть подготовлены в своих предметах. Поэтому на семинарию, помимо миссионерской, возлагалась задача подготовки преподавательских кадров для церковно-приходских школ. В Ардонскую духовную семинарию принимали юношей 14-16 лет, ранее окончивших церковно-приходские школы и сдавших вступительные экзамены. Образовательная программа была рассчитана на 6 классов, что приближало семинарию к светским гимназиям. Осетины принимались на льготных условиях. Специально для них при семинарии была открыта подготовительная школа. Но среди воспитанников были юноши и других национальностей. Двери семинарии были открыты даже для иноверцев-мусульман, которые проявляли любовь к христианству. Среди 22 предметов, преподаваемых в семинарии, основной упор делался на богослужебные. В учебный план включались также исторические и математические дисциплины, физика, педагогика и дидактика, география, основы логики и психологии, история русской литературы и другие. Осетинский язык рассматривался как миссионерский и был обязательным для всех. Семинария, даже будучи миссионерской в начале своего существования, была достаточно хорошо подготовлена к образованию, к обучению. В Российской империи существовало 4 высших учебных заведения духовных. Московская духовная академия, Санкт-Петербургская, Казанская и Киевская духовная академия. Так вот, выпускники всех этих 4 высших учебных заведений преподавали в миссионерской семинарии в Ардоне. Предметы светского цикла вели выпускники университетов, то есть педагогический персонал был достаточно подготовленным. Насколько нам известно, в семинарии преподавали не только приезжие, приглашенные специалисты по богословию, по церковным дисциплинам. Семинария привлекала в учебный процесс местные кадры, уровень которых был достаточен для того, чтобы организовать учебный процесс. Это имена знаменитых протоиерея Александра Цаликова, это знаменитый протоиерей Косьма Кузак Токаев, это инспектор семинарии Иоанн Рамонов Вано. Эти люди, они обширно занимались просветительством своего народа, и семинария не могла их не привлечь в свой учебный процесс. Что касается ее предназначения миссионерского, то это сыграло двойственную роль в значении семинарии. С одной стороны, конечно, семинария готовила миссионеров для служения в осетинских приходах. Но с другой стороны, этот статус семинарии заметно ограничивал детей в возможностях получения полноценного среднего богословского образования. Почему? Потому что, опять, возвращаясь к миссионерскому статусу семинарии, предполагалось, что дети будут углубленно изучать осетинский язык, который был обязательным для всех без исключения учеников, вне зависимости от их национальной принадлежности. Это были основы ислама как предмета, обязательного к изучению, поскольку Северный Кавказ, как известно, поликонфессиональный регион, и здесь к моменту
выделение Владикавказской епархии из грузинского экзархата и придания ей автономии в 894 году проживало 300 тысяч православных и 400 тысяч людей, исповедующих другие религии. Среди этих 400 тысяч основная масса исповедовала ислам. Естественно, проповедовать в среде иной веры требовало особой подготовки. И нужно было знакомиться, конечно, с основами этой другой веры, чтобы уметь аргументированно противостоять в дискуссиях, которые неизбежно возникали. Кроме того, расширенный за счет миссионерских предметов учебный курс семинарии привел к тому, что предметы, обязательные к прохождению в нормальных, так называемых, семинариях, как общеобразовательного, так и богословского цикла, были исключены из программы семинарии. Не изучались иностранные языки, ни новые, ни старые, как в обычных семинариях. Например, ученики не изучали ни древнегреческие, ни латинские языки. Соответственно, не сдавали экзамен по этим предметам, но при поступлении в высшее учебное заведение необходимо было сдать эти экзамены. Более того, необходимо было сдать экзамены по тем предметам богословского цикла, которые не преподавались в семинарии. Конечно, все это ограничивало выпускников семинарии в их дальнейших будущих планах. Но еще раз подчеркиваю, руководство церковное не ставило эту задачу в качестве приоритетной, не рассматривало. Семинария создавалась для того, чтобы готовить кадры для местных приходов. В Ардонской духовной семинарии была очень обширная библиотека. Причем для преподавателей была отдельная, а для семинаристов отдельная, которая насчитывала около 2000 томов, в которой были и Кант, и Аристотель, и Ницше. Это практически вся мировая классика была в этой библиотеке. А в библиотеке для преподавателей было в несколько раз больше томов. В фондах нашего музея есть несколько томов из этой библиотеки с личной печатью семинарии. Вот, например, энциклопедический словарь, издание 1906 года. Также у нас есть учебные пособия, по которым занимались семинаристы. Также у нас есть уникальные фотографии, связанные с семинарией. Фото одного из выпусков семинарии 1914 года. В Ардоне были также курсы псаломщиков, и у нас также в наших фондах есть фотографии одного из выпусков. Также фотографии учителей, которые преподавали в семинарии. Один из них Василий Касабиев, который закончил в Киеве духовную академию и был прислан в Ардонскую уже семинарию преподавать богословие. Был такой преподаватель Тимофей Габуев. Он был учителем пения в семинарии. И, кстати, он первый переложил стихи Костахи Тагурова на музыку. Напротив здания нашего музея когда-то находилась церковно-приходская школа, в которой преподавал известный священник, очень грамотный преподаватель Михаил Сухиев. И вот здесь у нас сохранилось уникальное фото, где он со своими учениками. Попасть в Ардонскую семинарию было мечтой многих юношей Терской области и Южной Осетии. Оно и понятно. Семинария была относительно доступным учебным заведением для детей из небогатых семей. Из 150 воспитанников, которые ежегодно набирались сюда, лишь небольшая часть происходила из духовного сословия. Остальные были из крестьян, ремесленников и казаков. Правда, лишь немногие из этих юношей были готовы к служению в церкви, особенно в суровых горных условиях. Подавляющее большинство семинаристов рассчитывали на продолжение образования в высших учебных заведениях России. Но Ардонская духовная семинария по учебной программе не была типовой, как остальные такие же заведения России. Ее выпускникам не выдавался аттестат, необходимый для поступления, и двери высших учебных заведений были для них закрыты. Естественно, вот такое
ненормальное на самом деле положение, ущербность учебного курса, ограниченность в правах не могло не вызывать недовольства в среде как самих учеников, так и прогрессивной общественности Владикавказа и Терской области в целом. В конце концов, спустя довольно продолжительное время, в 1908 году, семинария получила статус нормальной. Что это значило? Был расширен ее учебный курс, безусловно. В него были введены такие предметы, как иностранные языки, древнегреческий, гигиена, основы педагогики, поскольку семинария готовила все-таки преподавательские кадры, основы логики, психологии. Ну, естественно, был расширен исторический блок предметный, церковное пение, старославянский, русский язык. Но преобразование семинарии из миссионерской в обычную повлияло и на прохождение бывших миссионерских предметов. Осетинский язык остался в учебном плане, вне сетки учебной. Его прохождение, изучение уже перестало быть обязательным для всех, без исключения учеников. Но в старших классах, в 5 и 6, мальчики-осетины обязательно должны были заниматься изучением осетинского языка. Более того, готовить уже проповеди на нем и писать, и, соответственно, вести службу на осетинском языке. В Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия-Алания есть отдельный фонд Ардонской духовной семинарии. В нем 355 дел. Это сотни, тысячи документов самого разного плана, циркуляры, распоряжения, инструкции духовных органов. Это переписка со Святейшим Синодом, с архиепископом Владикавказским и Моздокским, с наместником царя на Кавказе. Это протоколы собраний правления семинарии, где рассматривались разные вопросы учебной и воспитательной деятельности, финансовые и другие вопросы. Среди бумаг особенно много разных прошений. Например, с просьбой принять на учебу за казенный счет, из-за крайней бедности или из-за сиротства. Эти исторические документы отражают всю жизнь Ардонской духовной семинарии во всем ее многообразии. Мне представляется очень интересным, своего рода такой уникальный источник, документ – это послужные списки. Послужные списки преподавателей, воспитателей, работавших в семинарии. В них мы узнаем, во-первых, где учился тот или иной преподаватель, что он заканчивал. Кроме того, эти послужные списки дают нам представление о передвижении по служебной лестнице. Они дают представление о том, какие чины, награды, поощрения получали преподаватели, работая на протяжении многих лет в духовной семинарии. Из послужных списков мы узнаем, что особой любовью коллег, особенно учеников, пользовались Александр Преферансов, Михаил Веретенников, Николай Шибалин. Нужно сказать, что в семинарии было не очень много преподавателей и воспитателей осетин, но они все-таки были. Особой любовью пользовался Тимофей Габуев. Он был преподавателем осетинского языка и церковного пения. И он, кстати, был одним из тех людей, которые настойчиво добивались того, чтобы сохранили осетинский язык в преподавании семинарии после того, как она уже была преобразована в нормальную из миссионерской. Гено Бараков закончил духовную семинарию в 2011 году. Некоторое время он работал в Катгаронской церковно-приходской школе, а затем был принят надзирателем в духовную семинарию. Вскоре началась Первая мировая война, и он был призван на службу. И он обратился с прошением сохранить за ним его должность, потому что собирался вернуться после окончания войны. Но так сложилось, что революция изменила судьбу страны,
А вместе с тем изменила судьбу и Гено Баракова, и многих других деятелей национальной культуры. И теперь Гено Баракова мы знаем как поэта, писателя, просветителя, общественного деятеля, ставшего жертвой политических репрессий 30-х годов. В последние годы своего существования Ардонская семинария испытывала большие трудности из-за сложной общественно-политической и экономической ситуации в России. С началом Первой мировой войны заметно сократилось финансирование заведения. Из года в год повышалась плата за обучение и содержание учащихся. Это привело к резкому сокращению выпускников. Многие юноши по окончании 4 класса покидали семинарию и поступали в другие учебные заведения, некоторые даже в военные училища. Другие в порыве патриотических чувств уходили добровольцами на фронт. А в 1917 году, когда плата за обучение составила 300 рублей, 27 учеников бросили учебу. В итоге 1 июня 1917 года Ардонская духовная семинария была официально закрыта. Ардонская духовная семинария занимает значимое место в истории нашей епархии. Созданная в начале возникновения епархии, семинария каждый год выпускала студентов, которые впоследствии разъезжались по пределам республики, по пределам епархии и занимали учительские места в тех или иных образовательных школах. В семинарии был довольно-таки хороший профессоро-преподавательский состав. И 5 из них мы почитаем в лике святых. 5 архимандритов, ректоров семинарии, которые приехали, по большому счету, из Центральной России сюда, на Кавказ, взяли в свои руки управление семинарией, взяли в свои руки учебно-образовательный процесс. И, несмотря на то, что даже в революционные времена расшатывалось все, эти люди достойно занимались своим делом, люди продолжали обучать, пытались сохранить весь учебный строй в семинарии. Впоследствии разъехались по стране, по пределам Русской Православной Церкви и точно так же несли свое послушание. Они не избежали репрессий, они не избежали участи многих пострадавших в революционные и послереволюционные годы гонений и приняли мученическую кончину, стойко стояли за свои убеждения, стойко стояли за свою веру, переживали за свой народ и за свое Отечество. И сейчас в нашей епархии идет вопрос о том, чтобы включить имена этих ректоров семинарии в собор Аланских святых для всеобщего прославления, для того, чтобы люди помнили и в своих сердцах носили имена этих людей. В 1918 году в здании Ардонской духовной семинарии открылась образцово-показательная школа. Из ее стен вышли 2 народных артиста Советского Союза – Владимир Тхапсаев и Николай Саламов. А с 1956 по 2005 год здесь располагалась средняя школа-интернат, где на полном государственном обеспечении находились свыше 400 детей. Впоследствии школа получила новое современное здание на территории семинарского сада. Здание же самой Ардонской семинарии вновь перешло в ведение Владикавказской епархии, но уже в аварийном состоянии. Нужно сказать, что Ардонская духовная семинария без преувеличения сыграла огромную роль в духовном просвещении, формировании духовного мировоззрения кавказских народов, в распространении православного христианства в крае. Ардонская духовная семинария, она стала, по сути, тем учебным заведением, которое формировало национальную остинскую интеллигенцию.
Если бы Ардонская семинария родила только Харлампия Цумаева, одного его, я бы, наверное, оценил бы ее, что она свою задачу какую-то выполнила. Но она родила не только отца Харлампия. Из стен семинарии вышли Джанайта Иван, Нигер, Илаш Арнигон, Барахта Гино, Гигот Засохов. Чудом сохранившаяся рукопись есть в наших фондах Гино Баракова, которая попала к нам в музей совершенно случайно. Татари Епхиев, Цуцко Амбалов – все они выпускники Ардонской духовной семинарии. То, что семинария была построена в Ардоне, большая заслуга генерала царской армии Созурку Хоранова, который проживал в то время в Ардоне. Он понимал, что это даст ардонским детям возможность получить образование. Ведь из семинарии выходили высокообразованные учителя и священники. Даже в советское время, когда господствовала атеистическая идеология, все равно Ардонскую семинарию оценивали как такое вот учреждение, где все-таки формировалась культура, интеллигенция, где люди выходили с неким богатством все-таки знаний, умений, навыков, с которыми потом они щедро делились. И сейчас, конечно же, когда мы видим это здание, стоящее без окон, заросшим садом, то, конечно, все это смотреть очень грустно и печально. И поэтому, разумеется, мысли о том, что нужно возрождать что-то на этом месте, они есть. Сейчас, как мне видится, самым реальным путем и самым продуктивным, наверное, было бы возрождение на базе Ардонской семинарии, даже не возрождение, а создание паломническо-просветительского центра. Было бы разумно начать с ремонта, скажем, одной из частей здания для того, чтобы там могли останавливаться паломники, которые приезжают в Северную Осетию. Потом на базе, мы знаем, что проводятся в Северо-Кавказском федеральном округе слеты молодежи. Вот я думаю, что Ардонская семинария, как то место, где училась православная молодежь, могло быть стать центром притяжения для такого рода мероприятий. В Ардонской духовной семинарии, как и во всех других духовных семинариях, был свой храм Покрова Пресвятой Богородицы. В этом храме все семинаристы проходили богослужебную практику, учились проповеди, Слово Божье на церковно-славянском языке и, что очень важно, на осетинском языке. Ректоры семинарии, какой бы они национальности ни были, они вели богослужение на осетинском языке. Отчасти это было связано с тем, что многие семинаристы, а также народ, плохо владели русским языком. Сейчас многое поменялось. Мы стали забывать свой родной язык. И, что самое удивительное, нет рецептов, как сохранить и сделать его вновь доступным, общеупотребительным и в быту, и в других областях. Здесь, на мой взгляд, есть только один рецепт. Это возвращение к своим корням, к своим 1100-летним корням, когда христианство было неотъемлемой частью осетинского народа, когда проповедь Божья велась на осетинском языке. И тогда наш язык вспомнит забытые выражения, забытые слова. Мало того, что вспомнит, они станут крылатыми, очень модными и войдут в наш быт. Его Преосвященство, епископ Владикавказский Аланский Герасим, благословил продолжение трудов по восстановлению церковно-приходской жизни в этом Покровском храме Ардонской духовной семинарии. Нужно, чтобы храм стал действующим, чтобы здесь проводились богослужения, шла проповедь. Епископом Герасимом ставится задача продолжить работы по переводу богослужебных книг и возобновлению полноценного богослужения на осетинском языке.
Это программа не одного года, я так думаю. То есть на это потребуется несколько лет. Но мы должны заинтересовать в восстановлении Ардонской семинарии не только православную общественность, но и в целом культурную общественность образованных людей Северной Осетии и наших общин, которые находятся за пределами Осетии. Московскую осетинскую общину, петербургскую. Потому что все равно, конечно же, корни этих людей находятся здесь. Это программа, которая должна быть интегрирована вместе с руководством республики, то есть не только православная церковь. Поэтому после того, как у нас будет уже какое-то видение, у нас будет проект, будет смета, встречи с руководством республики. Вот, мы должны будем привлекать людей не равнодушных, не только живущих здесь, в Северной Осетии, но и за пределами, чтобы они тоже как-то посмотрели, какое-то свое видение высказали, провести совещание на эту тему и начинать уже шаг за шагом идти к восстановлению этого здания, к возрождению Ардонской семинарии.